Когда Назарбаев вот заканчивал какой-то техникум, до этого он был простым кочегаром, простым слесарем был. Заканчивал там, помню, не знаю, техникум. Но было время, когда поехал туда, Болгарию, там же Ванга была, правительство, просили принять Назарбаева. Первый раз не приняли, второй раз не приняли, третий раз. Потом, когда его приняли, она сказала, Ванга, ему: будешь править государством, будешь весь народ будешь в руках держать. Ну, она его предупредила: не обманывай народ, не грабь, ибо предки умершие будут сильно на тебя обижаться. Угу. Все. Я жительница города Павлодара. Узнала, что здесь в Павлодаре сидит Аарон Атабек, великий ученый, историк и журналист. Уже, насколько я вот узнала, что он уже в пределах 15 лет живет, то есть сидит в тюрьме. На каком основании его там держат? Почему так делают они? Куда смотрит правительство? За что он сидит? И вообще его должны... Вообще не имеет права его в тюрьме держать. Надо его просто освободить. Я просто призываю народ, чтобы как бы за него и за него это самое обратились в правительство, чтобы его освободили. То есть его освобождение зависит от народа. Чем больше народ, его освобождение зависит от народа, тем больше народ будет тем выступать, подниматься вместе. Митинги, не митинги, а как, чтобы за него требовали, чтобы его освободили из тюрьмы. Вот что я могу, вот это и я хотела сказать. Значит, переживаете вы за своего народного героя, да? Да. Вообще, куда вообще правительство смотрит? Как они Бога не боятся? За что человек сидит? Вот сидит человек ни за что невинный. Спасибо большое.